Ушли в подданство не из принуждения. Судьбоносное решение, которое было принято 251 год назад. Именно столько прошло с момента единения Ингушетии с Россией. Это событие, пожалуй, и определило дальнейшую судьбу нашей республики и поспособствовало ее политическому, экономическому и культурному развитию. Подписание исторически важного и судьбоносного документа представителями ингушских тейпов произошло в 1770 году вблизи селения Ангуш на равнинной местности Бартбос, склон Согласия. 12 июля того же года Российская коллегия иностранных дел одобрила этот договор. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской подписали акт присяги ингушей. Об этих и других важных исторических фактах говорят и на мероприятии, организованном мэрией Магаса. Историки, работники Госархива, молодежь и сами представители администрации. Наш народ по праву гордится, что он живет в таком многонациональном государстве, продолжая ратные и трудовые традиции. Времена были очень непростыми. Кавказ всегда привлекал внимание мировых держав, и Ингушетия также была лакомым кусочком. И внешние агрессоры, по словам доктора исторических наук Зейнеп Зараховой, были готовы на все, лишь бы иметь власть на Кавказе. А наш народ преследовал простую цель – сохраниться. Достаточно нам почитать некоторые архивные источники, где есть свидетельство того, как в горной Ингушетии в 16, 15, 16, 17 веках буквально росли вот эти вот городки мертвых, и когда болезни уносили огромное число людей, ведь численность населения сокращалась. И мы знаем такие удивительные истории, о которых рассказывали деды, и мы передаем, когда сами уходили в святилище, в могильники, и тем самым, чтобы сохранить тех, кто остался в живых. То есть очень тяжелые времена пережили. И нужно было делать что-то, чтобы народ сохранить. А чтобы сохранить народ, нужен был выход на равнину. А чтобы на равнине обустраиваться, иметь свои какие-то права, нужна была защита сильного соседа. Не тех, кто претендует только на то, чтобы освоить этот Кавказ, а чтобы сохранить народ. На тот период мы знаем, что народы Северного Кавказа практически они находились все в одном, можно сказать, и социально-экономическом, и политическом положении, поскольку как таковой, не имея государственности, но имея определенные территории, и имея вот на время вхождения в состав России, это вот если строго говорить о периоде второй половины XVIII века, то на этот период Кавказ, можно сказать, терпел очень много неурядиц со стороны тех, будем говорить, внешних сил, которые вот не давали покоя. Гарий Чапанов, Сурховий Мирзаханов, Таштаруко Гагиев и еще 21 имя ингушских старшин ангушского общества, подписавших присягу. Но история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 251 год назад. Она складывалась веками, еще задолго до заключения исторического соглашения. Один из таких фактов отражен в шедевре древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Неизвестный автор описал, как предок ингушей Авлур помог русскому князю Игорю бежать из половецкого плена. Профессор Ташлуко Мальсагов убедительно доказал это в своей работе о некоторых непонятных местах в «Слове о полку Игореве». Известна судьба другого русского князя Георгия, который бежал на реку Сунжа к ингушам в 80-х годах XII века. Прибавим туда контакты ингушей с князем Михаилом Тверским в районе нынешних Ачулков, и таких примеров очень много. На протяжении всего этого времени ингушский народ не раз доказывал, что дорожит этим союзом. История хранит пример достойного участия наших земляков в судьбе государства. В ходе войн зарождалось и крепло военное сотрудничество русской императорской армии с нашим народом. Яркий пример – Дикая дивизия. История не помнит места именно с точки зрения военной тактики и стратегии, что ингуш, который в официальном формировании служил, не помнит истории, что он сдался без боя. Воины ингуши, они вносили тоже, конечно, огромную лепту в исторических каких-то аспектах, войнах. Великие полководцы были, я их называю великими, хотя, наверное, имена многих неизвестны, но на самом деле, если человек добросовестно относится к своему делу, если он бесстрашен за свой народ, за свою родину, готов отдать жизнь, он на самом деле уже великий. Поэтому хочется отдать дань памяти таким людям, которые ковали нашу историю, которые сегодня
являются историческим таким наследием и примером для подрастающего поколения. Тысячи ингушей полегли смертью храбрых, защищая свою родину и во время Великой Отечественной войны. Мурат Аздоев, Рашидбек Ахриев, Ширвани Костоев, Асият Тутаева и, наконец, последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев. Ингуши очень много сделали для победы в Великой Отечественной войне. Вели себя исключительно мужественно. Проявили себя как храбрые воины и защитники Отечества. Это очевидный факт, этому есть многочисленные документальные подтверждения. За эти годы народ пережил разные этапы истории. Слава в сражениях, лишение в депортации, восстановление государственности в 90-х. Много лет минуло с тех пор, как наши старшие мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку, язык и образование. Полученная ценой невероятных усилий, самостоятельность ингушей казалась тогда очень хрупкой и призрачной. Молодая республика сразу же столкнулась с общими для всей страны проблемами экономического развала. Но Ингушетия выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Референдум, который проходил в ноябре 1991 года, где бы большинством голосов жителей республики было поддержано создание Республики Ингушетия в составе российского государства. И это был действительно тот итог, та оценка правильности выбранного пути. Сейчас в республике построено множество объектов культуры, образования, спорта, туризма и здравоохранения. Наши предки завещали всем будущим поколениям хранить верность клятве, данной 2,5 века назад, понимая, что наша судьба всегда будет тесно переплетаться с судьбой России. Зелимхан Калоев, Дана Плиева, Хава Султыгова, Магомед Белакиев. Новости 24.